Да, уже примерно. Так, ну здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня тоже вот неожиданный прямой эфир. В общем, так, сейчас поставлю. Гость в студии, значит, Сергей Власенко. Тоже будет там голос за кадром. У нас была такая, значит, когда мы на площади стояли, там в 19-20 году, короче, в Улан-Удэ, там была такая, ну, то люди не хотел полиция на YouTube выходить на прямую трансляцию. Мы сделали такую рубрику «Голос за кадром», короче. К телефону цеплялся микрофончик такой на проводах. Ну, кстати, я с тех пор вот эти микрофоны именно на проводах уважаю, потому что если холодно там и так далее, он все равно будет все равно работать, работает, короче. А вот эти вот быстро разряжается. Ну, все-таки там либо надо профессиональное оборудование такое, понял, иметь, а если вот все нам было доступно, короче, это... Сейчас, дорогие друзья, подождите. Я тут кое-что запущу. А ты видел там у вас ваш Тихо. какой-то там мэр в Бурятии там выступил, не по делу? Говори, 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 Серега, сейчас. Ну ты не читал вчера? Не слышал ничего, да? По этому поводу? Ну прочитаешь в Ютубе. Ну, в общем, это я запустил, короче. Сегодня должен был Ибрагим Яганов выступать, но он пояснил, что у них сегодня 21 мая. Это день траура, потому В что Осетии? Кабардино-Балкарии, в Адыгее, то есть для черкесов это дата такая скорбная, потому что в этот день, значит, русские объявили о победе в Кавказской войне 21 мая 800. 1864 года. И, значит, привели парад на Красной Поляне войск. А Красная Поляна почему назвалась? Потому что там вот последние очаги сопротивления были, и они утопили в крови. То есть всех детей, женщин, всех, кто был там, всех убили. Ну и он сказал, что по черкесским традициям в день траура много не говорят, и поэтому достаточно короткое будет, значит, выступление. Там можете на imiradio.pl перейти, послушать. Трансляция, значит, прямой эфир на адыгском языке. Так что вот такая ситуация. Ну, мы сегодня, значит, вот с Серегой стараемся регулярно, значит, выходить в эфиры. В общем, что ты там говорил? Не-не-не, до этого по поводу Стамбульских соглашений там или еще что-то. Собирался ты провести там вчера или когда ты сказал? В пятницу, да? Да, просто Нет, я в пятницу, видишь, в пятницу была работа неотложная, и Да, поэтому поэтому пустили повторку, и, ну ладно, да, можно поговорить сейчас по поводу вот этих, ну, как бы переговоров, которые были. И вот я тебе такой вопрос задам. Это же Путин инициировал эти переговоры? да. И говорит, я готов, типа, там, Я не готов, сказал, я предлагаю типа, с без Зеленским всяких только условий. встретиться, Да, да? он сказал, я Ну, предлагаю без всяких условий, значит, встретиться в Стамбуле, восстановить переговоры 22 года. да, и, ну, то есть, а в 22 году, я вот не помню, это что это было, то есть, должны Это были, было, когда война началась. не, я понял, там выскочили, значит, с какими-то предложениями, я так понял, что там речь на тех переговорах была такая, что Украина, типа, сдается, демилитаризирована, ну, вот эту, Да. всю Ну, вот все эту, то же самое, что и всю вот сейчас. эту путинскую чушь, Да. короче, которую они Да. там говорят. И Э, Зеленский встал и ушел туда. А тогда Грубо Зеленский говоря. был, что ли? Нет, я образно его делегация. Да, ну и в Послушала итоге, весь бред. Типа там еще отравили якобы этот, как его, бизнесмен-то крутейший с Чукотки. Абрамовича, Абрамовича типа. отравили там, да. Угу. Просто вот
враги прокрались, и он там как раз... Не-не-не, там же вроде как ситуация была такая, что его служба безопасности обнаружила вот этот новичок в лампе накаливания, Да, короче. где То есть он там без сидела трупа. лампа, поставлена Да. была над кроватью, Нет, так он короче. вроде даже пострадал. Не, я так понял, что они обнаружили это дело там какими-то супердатчиками, короче. Ну, я правда не знаю, там... Так ему, кто бы его травил, кому? Не, ну, ситуации же разные бывают. То есть, может, Не, он кто-то захотел капиталы, которые у Не-не-не, Абрамовича Абрамович есть, человек, лежат. который, да, делает тоже все Ну, то есть, он же изначально, Абрамович, был прокладкой баба Березовского, да? То есть, на которого Березовский, как на своего еврейского мальчика, записывал капиталы, короче. А Абрамович, ну, вот про него сейчас такие легенды складывают, что он с самого чуть ли не малолетства обладал вот этими предпринимательскими талантами, короче, из ничего делать деньги. И типа такую историю приводят, что он когда служил, а с другой стороны, ты понимаешь, какой хороший еврейский мальчик будет служить в советской армии. Понимаешь, то есть это значит уже какой-то изъян в этой семье был еврейской, да? Что мальчика, что мальчиком не занимались, короче, понимаешь? Никто не занимался, он в детдоме рос, Ну вот. дядя забрал к себе. Да, ну то есть, а как это по-еврейски, как в детдоме там и так далее, это же тоже уму непостижимо. Всегда есть родственники. Ну, какой-нибудь найдется, да возьмет его семью забрал, там и так да, далее. его И в итоге он говорит, что там, значит, была задача дедам прорубить, типа, короче, просеку для того, чтобы дорогу сделать. И Абрамович, значит, поделил эти участки. Там, значит, солдафоны приехали, значит, там как-то отметили какие-то деляны и так далее. И он пошел и продал эти деляны, короче, местным колхозникам. Не, я это не слышал. По типу такого. И поделил на 3 части. Одну часть офицерам загнал, другую часть ушла дедам, и третья часть еще Ты кому-то веришь, ушла. что солдат мог офицерам что-то продать? А я думаю, что задача была такая, что, ну, ты понимаешь же, советское время, тем более он когда вот этим занимался, там же, как тебе сказать-то, ну, ценность денег же не такая была, как сейчас. Это уже был... Сейчас за деньги можно что-то купить, тогда нужны были связи, даже если у тебя были деньги, да, ты же вот, например, Лады, да, вот эти Жигули на рынках продавались во сколько раз дороже, понимаешь? То есть за эти деньги, если конвертнуть их в доллары и так далее, можно было купить приличный автомобиль, иностранные, даже 2-3 штуки и так далее. А тогда покупали. И вот я помню, что мой дед, он первый вот этот Фиат еще, с фиатовский двигатель был. Жигуль он получил. У него была возможность получить его, короче, через это. Он купил ее. А водили продал, какому-то просто водили на рынке продал в 2 раза дороже. Через год. Ну, вот так вот. Такие схемы были. Так, сейчас я что, мало нас смотрят, сейчас закинем. Ну и вот, и я, по-видимому, думаю, что именно вот таким нюансом воспользовались у этого, значит, у представителя БАП Березовский Борис Абрамович БАП. БАП Березовский Борис Абрамович БАП проиграл суд последний. Он же после этого сдернулся. Сдернулся. Потому что, ну, все, то есть. И там многие писали о том, что по времени БАП, годик-два, случился бы Крым, и, может быть, английский суд встал бы на его сторону. Но баба планомерно, видимо, доводили до такого состояния, потому что там тоже конспирологи есть, что ну, девок ему подсовывали, что он за какой-то неуемной мужской силой, типа, хвастался там и так далее, короче. И вот, да, и типа у баба пошло такое, что там, ну, таких баб ему подсунули, короче, которые его довели до импотенции в конечном итоге. И он вроде как переживал внутренний кризис, потом кризис среднего возраста, безденежье, да. Не, они не пришли, он сам залез. Я более чем уверен, что... Я более чем уверен, что Березовский сам залез. Сам залез, то есть создали такие условия. Ты что? Не, условия создали. Ну, ГБУХа-то, она же может это, и вещества какие-нибудь тоже добавляли, понял, которые там сейчас... депрессию вызывают и все прочее. Я, кстати, от тех же олигархов и от серьезных слышал, что Березовского, даже фамилию могу назвать, это, во-первых, Тиньков, кто говорил о том, что он не своей смертью умер, Потапенко,
тот же Чичваркин, кто еще, Пугачев, они вот, Ну, это все беглые, которые тоже боятся, что их там придут Мышкин с Крышкиным, короче, и повесят их. может быть, но они сказали, что Березовский не своей смертью умер. Причем многие из них, хотя бы тот же Пугачев, он Березовского знал очень хорошо, и они были с ним. То есть туда ворвались это и удушили его, да? Или там охранник Нет, его там, удушил? там же Как? здесь все четко сделано. Там сделано так, что вообще никаких следов нет. И только шарфик валялся рядом, и все. Так он же на шарфике на этом шелковом в туалете. Но там же, знаешь, с другой стороны, я такое тоже, Ну, а вообще, когда услышал, дело в том, что, говорят, есть такие сексуальные практики, аутоэротическая нет, все это асфиксия, херня. короче. Дело в том, Типа что вот там всякими Березовский этими... по своему характеру был настолько жизнелюбив и оптимистичен, Мгм. несмотря на все, что все абсолютно говорят, что он сам себя не мог убить. Ну ладно, короче, к этому мы перешли от от отравления, значит, от попытки отравления этого, как его, Абрамовича, значит. Собственно говоря, вернемся снова к вот этим вещам, которые там происходили, короче. Что в итоге, какие ультиматумы там Мединский этот, Ой, да, это вообще приехал? мудак. Мы, говорит, будем в Мединске в заключении, если ты слышал, что он сказал? Ну, я слышал, то Что есть, мы готовы воевать ровно столько, как в сколько... Северной войне, 21 год, типа, до А в победного Северной конца. войне кто там воевал, если ты Ну, со помнишь? Швецией воевали. Кто Там воевал? воевала коалиция, Да, короче. там не Россия воевала. Это всё Подожди, херня. там воевала коалиция. Дело в том, что выиграли-то и они, война шла так долго по той простой причине, что был живой Карл XII, а Карл XII, он возглавил такую группировку, которая... Там же тоже ведь шведы болели вот этим имперским сознанием, так скажем, да, то есть они хотели Балтийское море превратить, значит, в свое шведское закрытое море, и поэтому там, значит, плюс они еще были к тому времени протестантами, долго воевали, значит, с датчанами, потому что датчане, они долго, вот этот, южная оконечность вот этого Швеции, это было, в общем-то, и до сих пор остается даже такое под влиянием датчан, значит, и там была коалиция. Дания, Речь Посполитая, там Август Сильный был, потому что перед этим буквально сколько там, 50 лет назад был шведский потоп, который, в общем-то, уничтожил, подорвал, так скажем, в Польше, в общем-то, центральную власть, так скажем, да. То есть шведы здесь активно занимались грабежом, потому что, ну, я понимаю, да, протестантская Швеция, богатая, нажившаяся, значит, Речь Посполитая на поставки урожая и всего прочего во время там 30-летней войны, короче, то есть Польша была очень богатым на тот момент государством. И, конечно, Петрушка там ввязался, потому что он усиленно искал выхода к Балтийскому морю, Да. короче. То есть задача была Лифляндию захватить, задача была отбить вот эти новгородские территории и так далее. То есть, собственно, ну, планомерно выстраивались, значит, вот эти вот, ну, как его, направления, да, и, собственно, все реформы, которые он проводил, они по итогу закончились вот этой Северной войной. Да, там Серега там, значит, показывает, что это. Да. Так, сейчас. Да, и поэтому все это так вот и кончилось. Поэтому Мединский решил... Ты пока говори, я сейчас это как Мы на готовы секунду выйду. эту войну готовы вести ровно столько, сколько захотим. И мы самые сильные, и все прочее, исходя из этого. И получилось, что эта встреча в Стамбуле вообще ни о чем. И уровень этой встречи со стороны, значит, Украины, там выступали, грубо говоря, правительственные чиновники высшего уровня, а со стороны России Мединский уровень. Этот лизоблюд и лжец, фальсификатор истории. Причем не только российской, советской и всякой другой, но и вообще мировой истории. Он великий историк. Он, кстати, является и этим
чуть ли не министром культуры в России, Мединский. И все смеются, когда он начинает выступать или говорить, и все это прекрасно понимают. Вот. Он такой был на этой встрече в Стамбуле. Это ужас. И ничего не скажешь. Ничего не скажешь. И поэтому встреча прошла так бестолково. По-всякому. Никому не нужно. Ну, все. И теперь Путин полностью уверовал в то, что он может спокойно посылать Трампа на все 4 стороны и будет делать то, что считает нужным. И он это делает. А Трамп продолжает его любить нежной любовью и считать великим человеком. Трамп же после этого заявил, вот Путин, типа война, но Путин, несмотря на то, что воюет, он очень хочет мира. Такое лицемерие, такая ложь вообще. Поэтому Ну и что? давай. Вот как раз и то, что Мединский. Он же, по-моему, Но дело в том, что Мединский, его такая организация Диссернет ловила на том, что он подделал, значит, то ли какие-то исследования, то Да, он ли свою еще что-то. Ну, то есть диссертацию даже подделал, плагиатская У она него вся была. То деятельность есть, плагиатская. Даже сейчас, на данный момент, все историки, ученые, культурологи, все смеются над ним, когда он открывает рот. Понимаешь? Никто даже с ним не хочет спорить, потому что он несет такой бред. Хотя бы Но, вспомни тех же 28 панфиловцев. Что он рассказал? Даже если это была вымышленная история с панфиловцами, мы не должны это выдавать за правду, что это было фальшь. Мы должны все равно пропагандировать, что это была правда. так, самое это что смешное, что эта история с 28 панфиловцами еще разоблачена была при жизни Сталина. Она была разоблачена еще... Потому что все Да, все во время знали, войны, короче. казахами. Поэтому Она сформировалась. в Казахстане. нет, там была интересная, смешная история, что, значит, вот этот мужик, который там героем Советского Союза стал, а тогда же, видать, была неразбериха, короче, списки подали, и он числился как будто бы погибший в составе вот этих 28. Ага. А наградной лист-то пришел, потому что он живой, короче. И он приехал в Казахстан, Да. а там уже колхоз его имени. Короче, что он Да. погибший в составе этих Да, мы это 28 панфиловцев погибший. Ну, в общем, то есть, там же ситуация такая была о том, что мифотворчество было, потом вот эта знаменитая Оренбурга, там, убей немца, короче, Ну да. и так далее. И я вот читал, значит, одного историка, и там говорит, почему такие огромные котлы были там, да, и советские войска, они были политруками как подготовлены, что, мол, есть единство между работягами, немцами там, всеми другими, так их там дурят капиталисты, вот эти немцы их там дурят, и мы, говорит, их сейчас подпустим сюда, как в Первую мировую, и мы им объясним, что мы-то за рабочее крестьянство там и так далее. И вот так большая часть Красной Армии на 41 год и думала, собственно говоря. И они поэтому и в котлы попадали, и убивать не хотели, и так далее. И вот эти все пропагандистские приемчики, которые сейчас русские используют в войне против Украины, они были именно на то направлены, для того, чтобы убивать людей просто-напросто. Да. И сейчас вот это вот нормализовалась абсолютно сейчас ситуация. Когда вот этих зэков всех, потом, там же большая часть, понимаешь, вот этих, там был такой Шафетдинов, если я не ошибаюсь, ну, парня хотел офицер изнасиловать, потому что он, ну, себя вел, по мнению офицера, значит, слишком вызывающий. А он вел, потому что он знал свои права, он рос в семье ментов там каких-то татарских там и так далее, потомственных, понял, и он завалил и этого офицера, и тех, значит, которые под офицером бегали, понял?
5 или 6 завалил. И вроде бы была информация, что он тоже хочет присоединиться. Не, фамилия, Не, Шафетдинов это кто-то другой, короче. Да. Ну, какая-то такая фамилия Ну, да, татарская. ему там срок дали. Там. Да, и он тоже хотел. А таких не берут. Почему? Потому что он же кого вольнет там? А-то мы же знаем, какой там офицерю, что они на убой отправляют. То есть это все прям вот по методикам Второй мировой войны. Да, Когда есть методика о том, что все, которые поступают в их распоряжение, это просто мясо, их просто направляются на убой, кто сегодня выжил, ничего страшного, его завтра отправляют. Да. Так, чтобы они все практически там остались уничтожились, там, да. а потом героев Советского Союза начали активно выдавать уже, когда было понятно, что выиграли немцев. Понимаешь, и вот эти вот все герои Советского Союза, это которые подвигов не совершали, но они знали, они же будут держаться за эти ништяки, понимаешь? За ништячки, короче, которые дает вот, собственно, это геройство там и так далее. И то же самое здесь, абсолютно такая же ситуация. То есть сейчас, когда пошла вот эта волна о том, что вот сейчас там Путин там мир типа будет и так далее, 3 месяца назад же, помнишь, там вот начали вкидывать там и либеральные СМИ и все прочее. Это же привело к тому, что вот эти, которые, знаешь, масса же есть, которые раздумывают, вот эти дураки все, умственно отсталые, дебилы, но которые это, не, я по первости-то не пойду, надо еще подумать, типа, понимаешь? Не ждуны, а именно такие, знаешь, задним умом, которые сильны. Простые людишки, так скажем. И вот они сейчас поперли. Боясь опоздать, получить вот эти финансовые ништячки, короче. А хопана. И все. А ништячки. И все, и сидят, короче. И Путин поэтому заявляет, мы каждый месяц по 60 тысяч набираем. Это так и эти 60 тысяч через 2-3 месяца, они утилизируются, понимаешь? Нет, 60 они не набирают, тут я с тобой не я думаю, что набирают. Нет, они набирают максимум 40 тысяч. Максимум. Я более чем уверен, что те цифры, которые он называет... Гибнет, каждый месяц погибает где-то 30 плюс-минус, а набирают они примерно, получается, 1 к 1. Одного хлопнули, одного призвали. Хлопнули, вот у них примерно такое равенство идет. Понимаешь? Поэтому... Ну и, собственно говоря, опять же, сейчас почему-то со СМИ, в том числе европейских, раньше, помнишь, вот это все показывали там, что вот там ракета прилетает, там на куски разрывает, все это, ну, значит, видео вот эти там пропагандистские, значит, что, ну, все хорошо работает, я имею в виду, что со стороны ВСУ, короче. А сейчас все это дело, видишь, прекращается, то есть, когда идет какой-то процесс по, значит, переговорному там и так далее, уже вот это не вбрасывается в активно. Значит, только в каких-то специализированных СМИ там и так далее, но в обыкновенные СМИ, которые для населения, оно не выходит, короче. Но оружие это очень эффективное, кстати. Хотя я там помню поначалу, да, этих хаймарсов мало, да, это. Ну, понятно, их было небольшое количество, потому что... Да нет, потому что их не производили в таком количестве. А сейчас Европа, извините, денежки вложили, они уже приняли для себя, не для Украины, а для себя решение, что они 1 триллион долларов сейчас инвестируют в производство. Вообще, да. Понимаешь, массовое. Да, естественно. И поэтому, ну там, да, вот я некоторых украинских ВСУшных военкоров смотрю, что там, ну они там что-то проспали якобы там и так далее, но Европа-то не проспала ничего. Нет, на сегодняшний день Путин производит в месяц оружия больше, чем вся Европа вместе взятая. Понимаешь? И поэтому сейчас Европа... Ну а что толку-то? Высокотехнологичное оружие, хотя там поначалу говорилось, что оно не такое эффективное. Оно когда прилетает, там пофигу. Которые там сидят, вот эти вот 20-30 тысяч этих мобилизированных из России, я не понимаю эту эффективность, понимаешь? Или когда он стреляет с танка по БТР какому-нибудь европейскому, и БТР европейские там рикошетят или не пробивает его просто-напросто. Понимаешь? То тогда они понимают, с кем они воюют, с чем они воюют. И ситуация такая, что сейчас украинская армия, она одна из самых сильнейших в мире в итоге оказалась. С другой стороны, она оказалась сильнейшей даже. Да, и вот там, помнишь, они приводили пример о том, что там поймали, значит, каких-то китайцев там. Двух там показывали и так далее. Я тут своим тоже знакомым китайцам сбрасывал. Они говорят, да, что это китайцы, но не могут понять, на каком он диалекте говорят. И я так подумал, что это, наверное, обученные
Китайцы. обученные мандарину, ну, путунха, короче, китайцы. Ну То есть да. это, наверное, какие-нибудь монголы, уйгуры или еще что-то, которые... Я более чем уверен, что там в Китае очень хитро сделано, что там есть тоже какая-то прослойка вот таких, ну, знаешь, адреналинчик, там тоже Да, ну да. повоевать, там все прочее. Их там упаковали, понял? Ну, не хочешь сидеть там, давай туда, мы тебя Перебивай. отправим по типу ЧВК. То есть там таких тоже хватает на самом деле. Я помню там, значит, где-то в Сирии или где-ли тоже всплывали эти, значит, азиаты, короче, в ИГИЛ причем. И это оказывались этнические китайцы, которые тоже, ну, надоело ему там в Китае в этом жить, короче, там, видимо, жиру бесится стал, Ну и да, и короче. Северная Корея. И стартанули. Ну, северокорейский режим, да, он поддерживал Ну, северокорейский режим вот солдат это. посылает сам бы он не послал. Это только с позволения китайцев. Си Не, Цзиньпина. не, там, что ты, это не надо недооценивать северокорейский режим. У них там тоже полно, ну, вот, допустим, я Ким, да, вот у меня есть заключенные, ну, такие же бакланы, которые вот в России, да, там, по пьянке кого убили, там, Да еще у него все что-то. там Ты их сидят. кормишь еще, понимаешь? Идеологически они уже трудно подвергаются обработке, потому что они уже совершили какие-то преступления против общества и так далее. Их надо, ну, нужно каким-то образом. И так это очень удобно. И там помимо профессиональных офицеров, которые вот тренировались и так далее, которые академия закончили и все прочее, вот такой массы полным-полно. Ну что там, 18 миллионов населения, конечно. И тут двойная выгода. Он их продает Путину, получает доллары, потому что там цена четкая, короче, за... Это как, знаешь, как в свое время Гессенское такое было княжество где-то в Германии, и оно занималось тем, что тренировали из своих вот этих крестьян, значит, солдат, понял, там в какую-то, и продавали, то есть наемниками, короче. И поэтому здесь такая же точно ситуация, это как средневековье, короче, фактически. То есть мы наблюдаем интересную, значит, сцепку капитализма со средневековьем, когда вот набираются эти наемные войска, значит, которые там и грабить, и убивать, и все прочее Вот могут Россия там как и раз так далее. тоже она идет по этому пути. Ну, это же естественно. И потом дело в том, что... А какие потом предъявы со стороны вот этих всяких матерей? Тут же, помнишь, Чечня была? Комитет солдатских матерей был. Эти женщины приезжали туда, пробирались через все линии фронта, короче, Ой, шли, бля, искали не там этих говори. значит, погибших сыновей там в Чечню, с чеченцами там общались и так далее, когда, ну, и выкупали там, может, еще что-то. То есть они были на тот момент, понимаешь? Мгм. А сейчас этого нету, потому что сам записался. И Путин, они очень хитрые, это же тонкая политика такая, это же не просто так выдумано, что он там с барского плеча там и так далее. Потому что, ну, сам пошел, сам виноват, короче, понимаешь? Да. Ну и вот, и с украинской стороны то же самое. Там вот сейчас бушлатился такой. Я в свое время смотрел такой канал, Мопс Дядя Пес назывался, короче. И там был вот этот Калкалыч, короче. Потом там был этот Клим, который Александр Клименко у него, по-моему, фамилия была. И вот он 15 или 16 мая, короче, забушлатился там. И даже видео записал, что, говорит, там, ну, в какую-то передрягу жесткую они там попали. Он говорит, не идите, короче. Что там у тебя? Не, ну я вообще, я с тобой согласен. В этом плане. Всем привет, пишет Бурята. А чем вам Россия не угадала? Как 350 лет нас уничтожали? Что сейчас, задайте вопрос, что сейчас бурятам принадлежит в Бурятии, кроме своих оков, цепей? Бурятам ничего не принадлежит. Ничего. И поэтому Согласен, да. мы должны уничтожить это преступное русское государство. И все, что русские награбили у нас, мы должны себе забрать, короче. Грабь награбленное. Ну это как-то ты резко. Бурятия для бурят, бурятам бурятскую власть, Бурятия от Енисея до Амура. Все возьмем. Так. Ой, все возьмем. Это так сложно. Фаиза пишет, ну вы врете, чеченцы не продавали, отдавали. Да, чеченцы отдавали. Продавали как раз тела русские. Да. Русские продавали. Все верно. Правильно, Фаиза.
за замечание. Так, Да, ты что? тут какой-то этот, надо мы сейчас... В Чечне, помнишь, когда с Чечни ехали, вместо трупов в гробах наркотики везли? Нет, это ты путаешь с этой, как его, С с Афганистаном? В Афганистаном. Чечне тоже творили. А откуда там наркотики в Чечне? Ты что? В Афганистане там этот мак, он растет просто, понимаешь, там вот А в такие... Чечню его привозили, как и сейчас привозят. Так же. Ну, это все то же самое. Офицеры русские. Я этот вопрос изучал, короче, то есть, вот, я помню, короче, как-то подъезжаю куда-то, и такой ларек стоит, понял, так, из 90-х годов такой, из ДСП там что-то сшитый. И что-то мне там надо было, хотел поинтересоваться, смотрю, а там все пакетиками такими обвешано, короче, понял? И девка сидит молодая, такая еще симпатичная. Я что-то подхожу и спрашиваю, я говорю, а это что за херня? Ну, тут люди берут. А она говорит, это же курительный табак, типа. Я говорю, и что, и вот, ну... На свай? Нет, это как раз то время, когда соли были не запрещены, так называемые эти... то есть, понимаешь, наркотики, они имеют определенную химическую структуру, короче. Понял? А китайцы научились их модифицировать. То есть синтетические. То есть они их создавали. Причем действие такое же наркотическое, но структура, формула другая. И оно тогда вот было какое-то окно и поступало в огромном количестве. Так называемые есть такой хороший термин, забыл, не конструкторские наркотики, а в общем, как эти, ну, модельные наркотики, как-то они там называются, короче. Напишите. И вот это свободно продавалось, там 300 или 500 рублей оно стоило, короче. Потом все это дело задушили, и, конечно, в этой теме были, ну, такие предприниматели, которые, а давай-ка завезем, там, типа, да, там, начнем продавать, да, и они вот какой-то кусок рынка, и там действительно вот эти наркоманы, которые там, значит, сидели на каких-то, тут легально можно купить, короче, да, вот они покупали, подсаживались на это дело, и вот так, как раз потом уже после этого, когда эпидемия случилась, тогда уже все это было запрещено, но каким-то способом в огромных количествах из Китая это барахло завозилось. Так это завозили менты. Конечно. И они все время бились с конкуренцией. И я такой еще думаю, а что вот эти вот, понимаешь, всякие, вот приезжает цирк какой-то. Я вообще никогда цирк не любил. Особенно животные в клетке, там, когда говном воняет, они все грязные какие-то, там, в общем, убитые, бедные. А потом я понимаю, почему по этой Сибири, короче, по этой трассе гоняли эти цирки, короче, на них провозились наркотики. Собака, она просто, какая собака, нюхачка, там, она же учует этих животных. А там где-то можно спрятать среди животных эти наркоту, всякие героин там и так далее. И вот они за счет цирки в основном-то за счет, видимо, транспортировки наркотиков и живут, короче. И завозят вот эти партии всяких синтетических и, значит, этих наркотиков. И это все крышуется, естественно, ментами, короче. Вот неспроста там, значит, какого-то актера, тоже статиста, там, значит, известного мента, короче, в Питере накрыли в гараже там что-то 100 или 200 килограммов вот этих синтетических наркотиков было. Оказалось, что он и боролся с наркотой, и одновременно был крупнейшим наркодилером, короче. Ну, в общем, и Путин сейчас вот эту шкатулочку раскрыл, короче, вот из этих сидельцев, и сейчас же там началась такая ситуация, что-то там, по-моему, год или два назад проводили конференцию эти уфсиновцы, что, мол, типа, заключенных-то не хватает, надо, типа, клепать. А сейчас, ну, надо всех сажать. Да, и сейчас, а сажать опасно, понимаешь, потому что если раньше в советское время там было отдельные политические зоны, политические статьи, куда там засылали их, концентрировали, потому что любой политический, он будет вести пропаганду. Ему, да, конечно, накидывают сроки, там все прочее, но есть вот такие грамотные отрицаловы среди политического, так скажем, ну, которые там, вот у меня знакомая из Низовки, она там клятву кровью давала о том, что они никогда из-за политического преследования не покинут Россию.
Нихера себе. Да, то есть если даже будут гасить, короче, что они Все равно не поедут. не поедут, сядут, короче, понял? Ну, отрицалово вообще вот Ну, такое тотальное, как короче. Навальный, да. Правда, Шехман, Шехман такой, Паша есть, Шехман, короче, он сбежал. Шихман. Шехтман. Он сбежал там где-то в Украине сидит там, короче. Ну, они такие, это там, она антинавальный комитет создавала, когда еще Навальный был жив. Уже тогда, ну, было понятно, что, короче, это... Ну, и из-за того, что она создала, они там декларировали, что Навальный, он там вот эту риторику использовал, что... Ну, они не верили, что он реально там что-то может сделать, и были правы. Оппозиционер. 100%, потому что Навальный и вся эта структура, это все инфо-цыгане, Ты короче. думаешь? Это нацисты. Понимаешь, но у которых, почему на них ставку-то поставили? Потому что они нацисты все. Не потому, что они там с коррупцией борются, а потому, что они русские нацисты. Что бы там, например, бегало, Может, отмывало. Националисты? Нет, это прям нацисты. Что его там бегало, отмывало, это как его? Как его, это баба-то как его? Не Дельман, а это, который это, там, известная бабка, короче, еврейская, с еврейской фамилией, которая практически всех оппозиционеров наклепала. Ну, есть такая вот, она там типа журналистка, там туда-сюда, короче, ну, прям с 90-х годов там это. Я вот сегодня пересчитал, я, кстати, в телеграм-канале выставил, значит, статью Сергея Григорянца, где он там описывал о том, что развал Восточного блока, это был заговор спецслужб. И где-то в 87 или каком-то году они проводили конференцию где-то то ли в Румынии, то ли в Болгарии, короче, все вот эти спецслужбы КГБшные и так далее. И там, кстати, была запись вот этого совещания у польского премьера, которого потом Валенса сбросил, короче, Ян Альшевский. И я что-то искал, и нигде даже, ну, вот, не фигурирует эта запись нигде. То есть здесь по польским СМИ там даже неизвестно. И поэтому там многие вот, и, кстати, вот аферы вот этих конца 80-х, 90-х годов, которые здесь в Польше были, понял? Они чудесным образом воплотились через год, через два, блядь, в гайдаровской России, короче, понимаешь? Все то же самое, как под копирку, короче. Вот эти залоговые аукционы, там, короче, вот эта продажа задолженностей различных, там, короче. Ну, кто там Польше был должен, короче, типа, или, наоборот, Польша должна была кому-то. Выкупы вот эти всякие. Один в один все. И тут, ну, понятно, что там какие-то страны, как Польша, они из этого, из детских этих штанишек выползли, выросли. Все равно институты демократические, потому что была Вторая Речь Посполитая, вот в это межвоенное время, которое там все равно демократическое, так или иначе, государство было. И поляки вообще склонны к развитию демократии. А вот русские, которые столетиями голодали и были, в общем-то, не сведены к рабской вот этой крепостнической составляющей, то, естественно, какая демократия? То есть ее демократию нужно было насильственно насаживать в 90-е годы. А хитро обыграли, что демократы все вот эти расплодившиеся в конце 80-х, 90-х, это все агентура, блядь, КГБшная была, понимаешь? То есть откуда бы столько там правозащитников вдруг взялось там и так далее. Вот у бурят, например, вообще ни одной правозащитной организации нет. А почему? Умные, потому что, понимаешь? И сейчас вот, когда побежали эти бурятосы в 22 году-то в огромном количестве, ну и, кстати, в основном буряты побежали за рубеж-то. Сейчас вот я пробрасываю эту тему, там, когда наши бурятские деколонизаторы вонять начали, что ой, да мы там и венков уничтожали, там, и там вообще, да мы имперцы, да там, значит, спаивали. Так это я все проговорил еще с 19-го года. Это все мы, буряты, знаем. Все вот эти маленькие там эти лесные народы, которые там собирательством занимались, в общем, в родоплеменном составляющем были, они все от нас тоже пострадали. Сильно мы, в свою очередь, страдали от русских. Но известная история, что у бурят русские облагали ясаком соболями, даже там, где соболь вообще в принципе не водился. Откуда буряты соболь брали? Варили бухло и мена.
с этими народишками, короче. Ну, конечно, за бухло-то, если они алкоголизированные, конечно, ты Да, они столько там подвержены. настреляешь соболя, что, чтобы, понимаешь, Ну, они выпить, алкоголю напиться и так далее, подвержены, да. естественно. И поэтому вот эта традиция, ну, то есть, потому что буряты на другой производственной, так скажем, производственном эпохе стояли, да, ну вот спаивали, то есть активно, не только русские спаивали, но и буряты активно спаивали. Потом, правда, бурят начали активно спаивать. И к революции нация довольно в таком плачевном состоянии подходила. Собственно, почему буряты революцию-то поддержали? Потому что это смена старых порядков произошла. Так или иначе. Так. Всем привет. Если у вас есть информация, как РФ сейчас использует Бурятию, конкретно напишите. Ну, посмотрите, вот федеральный закон, например, сколько предприятий в Бурятии продают наши ресурсы, которые принадлежат бурятскому народу, продают за рубеж, получают прибыль, вот Саганнур, да, 5 миллиардов долларов прибыль В год. в год, до санкций было. Ну и сейчас то же самое, там, Япония, Корея, Юго-Восточная Азия, вот этот коксующийся уголь они покупают, потому что для металлургии местной Там нужно. же, по-моему, у вас даже есть и урановая руда. Конечно, уран американцы до сих пор покупают. Трамп пришел, чик, вот этот отменил, короче. Там Байден вводил запрет до 27 года. А уран, извините меня, это вообще дармовое топливо. Там пару килограмм урана, это миллионы тонн угля. Обогащенного, правда, Ну да. понятно. Понимаешь? И что, и бурятам ни ренты, ничего. Все в карман идет лично Путину. Это вот все предприятия, которые там есть. Остается что? Шлам, грязь. Остаются вот эти вот, значит, никому не нужные вот эти вот отщепенцы, которых... Причем практически полностью эти предприятия работают не местное население, а они аж их привозят, короче, командировочный, вахтовый метод, понимаешь? Угу. Инженера там, они по типу самозанятых или ИПшки, короче, оформлены по договорам, понял? Так, чтобы вообще никаких налогов не оставалось. Даже вот с этих заработных плат там и так далее. Чтобы их не было. Да. Да, и местные производители, там вы не найдете на этих предприятиях продукции, которая бы закупалась у местных производителей. Все завозное, привозное, короче, понимаешь? Ну, магазины там, все прочее, они работают только на каких-то вот таких договорах и все прочее. Естественно. Нефрит отжали раньше. Ну, просто они не знали, что в Китае нефрит дорогой. А в Бурятии он, белый нефрит там и так далее. То есть, там по минералогии получается, он белый нефрит, это он просто миллиарды лет сформировался. И тогда вот за камень можно было машину купить, короче, понял? И китайцы это знали, и китайцы, они пытались вот хотя бы на этом нефрите сформировать какую-то жирную прослойку с местного населения. Понял? И до поры до времени вот местные жулики там и так далее, они этой вот лазеечкой пользовались, короче. Как только Путин и вся бригада прознала о том, что на этом зарабатываются деньги, нагнали на вот этих, на жуликов организованную преступность. Туда заехал прям вор, который все это организовал, короче. А все остальные организации, типа такой, там Дылыча была такая, снутри разломали. Нашли такого слабенького Ивенка, и которому, там, видимо, пообещали за его там действия, за то, что он там это ликвидирует. Ну да, немного, но живут, конечно. И он потом этого Буритоса убил, короче, адвоката, который ему наплел на уши, короче. Он его догнал и там через 3 года застрелил, короче. И адвокатик помер. Понимаешь? Ну, то есть, тут куча вещей. А, допустим, тут же, например, сколько электроэнергии получает Каскад ГЭС. Да. На этом, это же тоже бурятские ресурсы. Да, Каскад ГЭС, да, потом, это с иркутской стороны, это вот откуда я происхожу, да. Буряты шиш там ничего не имеют. Мы даже там 0,5% электроэнергии нам не отдают, чтобы мы бесплатно там это использовали, короче. Правда, в 90-е годы, там, когда выработка была огромная, когда все там это лежало, короче, население пользовалось электроэнергией до 95-го года бесплатно.
И был такой период, когда можно было там и кирпичные заводики понастроить, и там отопление это было все на электроэнергии. Ну что, удобно там, не надо дрова таскать. Подкрутил, и все, короче. И долгое время низкий тариф был. И там все пыталось РАО ЕС их взять, короче, и так далее, чтобы поднять цену, короче, для населения. Долго сопротивлялись, они понимали, потому что это единственный ресурс власти, за счет чего, в принципе, инвестиции поступали. А там огромное производство алюминия, выплавка за счет дешевой электроэнергии. Сырье завозное с Австралии везут в основном, короче, глинозем там и так далее. И плавят алюминий в огромных количествах. И за счет вот того, что низкая электроэнергия. Да. А теперь, короче, на всех вот этих предприятиях и так далее, в Иркутской области это крупнейшие майнинговые фермы в России. Я знаю. Огромные бабки. Чуть ли не в каждой квартире, блядь. Ну, там, да, ловили таких дураков, которые там на квартиры. Ну, а поумнее, кто, они там какое-нибудь село там далекое переезжали, там тоже ставили, короче. Вдруг внезапно там какие-то производства типа открывали, короче, ну, фейковые, которые требуют затраты много электроэнергии. Ну, и что он потребляет, деньги-то сейчас идут, короче, а платить-то можно через 2-3 года, короче. Там, как мы знаем, как это все используется. Так. Поэтому мы ждем, что американцы перестанут, значит, всякую вот эту русскую шушуру в виде так называемых хороших русских поддерживать, короче. И задача правительства Трампа и президента Трампа поддержать национально-освободительное движение. Каждому вот бурятскому национальному движению $1 миллиард дадите, все, начнем работать по полной, короче. У меня было интервью, я давал Умару, нашему коллеге. И там был вопрос, вот Америка, там так далее. Я говорю, есть советская пропаганда, что как будто бы Америка хочет чего-то. Я говорю, ты поверь мне, что большая часть американского истеблишмента, ну, настолько американцы богато, жирно живут, короче, не потому что они тупые, короче, а потому что у них другие цели и задачи, там, понимаешь? Другие цели и задачи, короче. Что они, говорю, даже не знают, что есть такая Бурятия, что есть там Дагестан, Чечня там и так далее. Они знают, вот, что есть Россия, да, потому что ну, это везде вот разрекламировано там и так далее. Я говорю, наша задача как раз вот до них, до этой прослойки довести, что есть такие национальные движения и все прочее. Потому что русская пропаганда, я вот лично наблюдал, на американских сайтах каких-то там, значит, что вот ролики какие-то, что вот мы русские с американцами боремся против исламского терроризма. И это очень здорово, то есть, когда в Чечне, в Дагестане все под исламский терроризм, короче, закатывают, понимаешь? Там действуют вот эти эскадроны смерти, когда просто людей расстреливают, а потом находят какую-то статью, подбрасывают там патроны, оружие там и так далее. В Бурятии из-за того, что там вот эти ламьоны, вот это все прочее, они там прогнулись. Изначально, то есть создан вот этот институт, который был, вот этот, а он был подконтрольный. Сначала Министерству внутренних дел, Синоду там, различным организациям. А с 1946 года это полностью габистская структура. Ну и они там исповедуют, что буддисты мирные. И это все, я помню, с Радио Свобода тоже спрашивают, вот буддисты же мирные. Я говорю, вы просто неправильно интерпретируете. То есть вот Далай-лама, когда, значит, Тибет проиграл войну за независимость, он принял, ну, такое решение, чтобы там репрессии китайцы не устраивали и так далее, что мы вот как Ганди пойдем мирным путем, мирное сопротивление и все прочее. Хотя на самом деле вот эта школа, которую он представляет, буддийская Гелук, короче, это одна из самых агрессивных, воинственных на самом деле школ была. Просто позиция Далай-ламы, она, ну, как бы перекликалась с тем, что вот, ну, мы мирным путем, мы за соглашение, за переговоры. И это легло на всякие там христианские секты, там все прочее, короче. Я вот на таком был мероприятии, что вот, ну, они там прямо вот продавливают, короче, понял, как сектанты, короче, по ушам катаются. Вот хреновый мир лучше войны, короче, например.
То есть логика такая, что Да. мы там с христианских позиций это все понял, с теологических, с этих все это объясняется. Я такой сижу, ну, по ушам катается, вообще здорово. И в Америке это вот очень популярно. Воспринимают, да? Что да, лучше вот хреновый мир там и так далее. И вот это все прокатывается, короче. Там был такой семинар, типа малой народности, там типа за мир, короче. И, собственно, я понимаю, почему там потом возникла такая декларация на острове Оркас, короче, и сейчас там вот эти дурочки там все бегают, что они там подписали эту декларацию, значит, о том, что мы там должны под русских прогнуться, простить русским там наше уничтожение, короче, там, ну, типа, это знаешь, как с долгом. Ты простил, а я забыла, типа, да, или, по-моему, так как-то звучит, Да. короче, что должок-то надо возвращать, короче. И вместо того, чтобы создать там, значит, что русская оппозиция обязуется создать фонд специальный для того, чтобы, ну, значит, деньгами подогреть, там, заняться, например, воспроизводством этих малых народов, потому что удобно постоянно быть маленьким народом, вымирающим. Конечно, Я говорю, конечно, сторон, ты же да. не делаешь никаких попыток для того, чтобы возродиться, например, да? То есть они уже вот это просто это колониализм в чистом виде, короче, когда продавливают, что вы будете маленьким народом. И закон мы такой примем, что вот вы маленький народишко, и вот вымирайте, короче, да. А какие действия это должны предпринять? Я говорю, вот конкретно мы, буряты, предлагаем. Искусственная матка. Вот эти женщины, короче, русские, которые согласятся добровольно за 10 тысяч долларов заняться воспроизводством там нанайцев, угадейцев, камчадалов и так далее. Понял? Бурятия вообще самая большая республика в Сибири, наверное, да? Не, самая большая Саха 2,5 миллиона квадратов. То есть это сейчас по площади. Километр. А мы, Бурятия, от Енисея до Амура 3 миллиона будем. А сейчас? Понял? А сейчас Бурятия, если не считать округа, которые у нас отрезали, 365 тысяч квадратных километров. А если все добавить, примерно 2,5-3,5 миллиона. Ну, то есть, а иначе зачем я говорю? То есть, нам будут огромные рода. Рода будут большими территориями управлять. Там, мы уж сами там поделим, короче. Кто за что воевал, то и получит, короче. Кто-то получит в управлении гидроэлектростанцией, какой-то род получит, значит, углем будет заниматься и так далее. Естественно, там и пойдет это дело. Это дело, это легкое, короче. Там, по 5 жен разрешим. Как вот в Южной Африке, например. Там же вот президент Южной Африки или там какой-то это, у него там 7 или 8 жен было, короче, там 40 или 50 детей, короче. Ну, внучков огромное количество. Да. Понимаешь? Ну, то есть вот так нужно идти. И понятно, что мы быстро. Все же тут проблема-то такая, потому что денег-то мало, зарплаты маленькие. 70-80%, если бюджета уходит на это, куда развиваться? А если квартиры, жилья нет, короче, понимаешь? Это же существенное ограничение. Поэтому, конечно, бурят он и прет в эту, как его, на это СВО, на СВО, понимаешь? Вот и все, так что тут говорить. Поэтому мы возьмем свое обязательно, короче. И вот эти те ребятки, которые сейчас на СВО там в Украине погибают, лезут в Украину, они потом будут воевать. Потому что вот почему сейчас я возвращаюсь к предыдущему эфиру, почему сталинизм-то подняли сейчас, в Бурятии конкретно. Да, у вас там второй памятник. Потому что они зафиксировали, русские, рост национального самосознания у бурят. Понял? Рост произошел, то есть он произошел естественным путем. И они поэтому сейчас вот хотят эту сталинистскую эту бросить для того, чтобы давление, понимаешь? И вот эта вот вся шушера, короче, у которых дети не воевали на СВО, и внуки, у Марха, у Будажапа, у Тулоханова, никто там не воевал, кто вот этот памятник еще ставили, эти всякие Марковы там и все прочее. Они всех своих спрятали, понимаешь? Я вот говорю, ну, это буряты нормальное явление. Я не, сколько их не критикую, так и должно быть. Равшана Аскерова, послушайте, правильно он говорит абсолютно. Основная задача родителей спасти своих детей, спасти свое потомство. Это биология, естественный отбор, понимаешь? Так и должно быть.
И они спрятали. А вот эти вот все ивенки, отщепенцы, там бурятизированные, короче, там всякие азиаты и так далее, у них Да. другая. У них другое, потому что каждый бурят, даже самый люмпин-комбедовец, он знает, что мы страдали от русни постоянно, перманентно, в течение 350 лет. А если он обуряченный был в 20-е годы, потом его загнали в колхоз там и так далее, до этого 200 лет по лесам они там прятались, бродили, ягоду собирали. Конечно, им зачем? Или они были просто китайцами, которые тоже кули там приехали на золото добывать и так далее. Понимаешь? Или корейцы какие-нибудь, тоже миграция была корейская. Им что, они, конечно, не знают, что... Ну, он по-бурятски говорит, там, кламом ходит и так далее. И фамилия у него бурятская. И с виду ты не скажешь, что он китаец. Ну, потому что общее восточноазиатское происхождение. Язык с китайским. И поэтому, конечно, вот эта вот масса есть таких, которые обуряченные языком, там, культура, там, может быть, еще что-то. Но они не буряты, они не знают, это им не близко. Это не исходит, и вот бабушка, дедушка, там, мать это, и они с детства ему не говорят, что русский это враг. Понимаешь? А каждый бурят знает, что русский это враг, еще евреи. А евреи? Ну, местные, которые. Ну, которые то же самое, они же приезжают как колонизаторы, короче. У них задача выгрести все, создать там гешефт, понимаешь, получить гешефт и свалить. И оставить пустыни. Понимаешь? Вот и вся логика, короче. И они, конечно, там, естественно, за это уцепились, за меня уцепились там. И эти все бегают, эти карлица, там, квадратномордая и все прочее. Ой, мы там не такие, как Халтаров. Ничего подобного. Если вы буряты, вы все такие, как я. И поэтому мы сейчас завершаем наш эфир и говорим просто. Бурятия для бурят, бурятам бурятскую власть, Бурятия от Енисея до Амура. Только так и не иначе. Боритесь и поборите. Да вот ты мне только на вопрос ответь, Ну. борец. Вот ты выключил уже? Не, сейчас подожди. Ну, люди интересуются, какой ты вопрос хочешь задать. Ладно, Серега вопрос снимает. Дорогие друзья, на мажорной ноте заканчиваем. Пишите письма Трампу с требованием финансировать Бурятское национально-освободительное движение. Надеюсь, он прочтет. Мы залезем в деньги, начнем формировать в США отряды. Пьяницу Алкана Буханде назначим генералом. Значит, будет слюной брызжать, орать там, значит, о том, что Бурятия для бурят там и так далее. Присягу принесет, в общем. Так что давайте, дорогие друзья, боритесь и поборите. Смотрите на Украину. Украина побеждает в этой войне. Буряты должны от этой войны получать только определенные ништяки. И русский офицер – это враг бурят. Есть возможность на фронте на этих убей русского офицера, сдай расположение русского офицера, чтобы туда Хаймерс прилетел. Русский офицер – враг бурятства. Всем пока и до новых встреч.